Всем привет! Открывает нашу подборку драматический телесериал, который точно заинтересует будущих преподавателей безопасности жизнедеятельности. «Остаться в живых» вышел на экраны в 2004 году и получил награды Эмми и Золотой глобус. В центре сюжета пассажиры рейса номер 815 из Сиднея в Лос-Анджелес. Во время полета происходит крушение самолета на необитаемый остров. Теперь выжившие вынуждены объединиться, чтобы сохранить свои жизни. К просмотру доступно 6 сезонов. Рейтинг на Кинопоиске 8 звезд. По-твоему, мы разбились здесь случайно? Именно здесь? «Алиенист» – американский телесериал в жанре психологического триллера, основан на одноименном романе Калеба Карра. Вышел на экраны в 2018 году. Рейтинг на Кинопоиске 7 звезд. Действие сюжета происходит в Лондоне в 19 веке. Город потрясает серия жестоких убийств. Расследовать преступления берутся психолог-алиенист Ласло Крайцлер, комиссар полиции Теодор Рузвельт и репортер уголовной хроники Джон Скайлер Мур. Команда пытается составить психологический портрет преступника и понять его мотивы. Но, как оказывается, опасность грозит и им самим. Ему постоянно приходится утолять свой голод. Полиция не сможет вечно закрывать на такое глаза. Наша задача — создать образ этого человека. На очереди спортивный комедийный сериал «Тед Лассо». Премьера состоялась в 2020 году. На данный момент доступен 1 сезон. Премьера второго запланирована на конец этого лета. Рейтинг на Кинопоиске 8 звезд. В центре сюжета тренер сборной колледжа Канзаса по американскому футболу. Тед Лассо – неисправимый оптимист, всеобщий любимец и звезда YouTube. Из-за странного стечения обстоятельств он переезжает в Англию, где ему предлагают должность тренера профессионального футбольного клуба. Проблема заключается в том, что Лассо не очень-то понимает разницу между американским и обычным футболом. Интересный факт. Персонаж Тед Лассо появился за 7 лет до выхода сериала. Этот образ был придуман в рамках промокампании нового сезона американской премьер-лиги на NBC. Дружище, это ты? Похоже на то. Обалдеть, ты футбольный тренер. Эта тупость сделает тебя легендой. Вот идиотизм, они же тебя прикончат. Следующий в нашем списке веб-сериал «Возвращение домой». Психологический триллер вышел в ноябре 2018 года. Главную героиню сыграла Джулия Робертс. В центре сюжета социальный работник Хайди Бергман, которая работает в Центре поддержки возвращения домой. Хайди помогает бывшим военнослужащим справиться с посттравматическим стрессовым расстройством и вернуться к нормальной гражданской жизни. Рейтинг на Кинопоиске 7 звезд. Смотри, наша задача помогать. Что ей известно? Завершает нашу подборку русский сериал «Триггер» режиссера Дмитрия Тюрина. Впервые вышел на экраны в 2020 году. Примечательно, что сценарий сериала создавался около 1,5 лет, а сняли его всего за полгода. Главный герой – московский психолог Артем Стрелецкий, который предпочитает использовать в своей работе шоковый метод психотерапии. Работа специалиста успешно процветает до тех пор, пока один из клиентов не совершает суицид. Суд приговаривает Артема к 8 годам лишения свободы. Выйдя из тюрьмы через 4 года, Стрелецкий возобновляет работу с пациентами. А еще он пытается самостоятельно раскрыть дело, по которому оказался в тюрьме. На данный момент доступно 2 сезона. Рейтинг на Кинопоиске почти 8 звезд. Это не я, это ведь Ромыч, это Ромыч все придумал, вот же психолог, он же все знает. Чего вы стоите-то? Скажите ему, а? Скажите, он же грохнет меня сейчас! Ну так стреляйте, что тянуть? На этом наша подборка подходит к концу. Напишите в комментариях, какой сериал вам понравился больше. До новых встреч!